В Абхазии создан республиканский штаб по преодолению последствий стихийного бедствия. В ночь с 8 на 9 июля произошло наводнение. Больше всего пострадал Гагарский район. Повреждены объекты жизнеобеспечения, частные домовладения и курортная инфраструктура. Удар стихии нарушил коммуникации и размыл дороги. Когда после таких случаев можно купаться в море? Как наводнение сказывается на эпидемиологической ситуации? Об этом будем говорить с главным санврачом Абхазии Аллой Беляевой. Алла Ивановна, вот после стихийного бедствия, которое в нескольких районах было, после наводнения, есть ли угроза распространения инфекции в этих местах? С учетом того, что в результате стихийного бедствия в море было смыто большое количество и уличной грязи, и, возможно, выгребных ям из частного сектора, да, и мелкие животные пострадали, тоже могли оказаться в море. В ближайшие несколько дней мы не рекомендуем купаться в море. Если погода будет благоприятствовать, завтра в городе Сухум и в городе Гагра будут отобраны пробы морской воды для того, чтобы посмотреть, насколько произошедшее стихийное бедствие ухудшило качество морской воды. И потом уже по результатам мы будем рекомендовать воздержаться от купания далее, либо разрешим купание в акватории городов Гагра, Сухум. Алла Ивановна, вот синоптики обещают, что вот в ближайшие дни будет действительно по-летнему жарко. Будет ли это иметь последствия? Ведь грязь, ил, все еще люди пытаются убраться на своих территориях. Как это будет выглядеть, если вдруг будет очень жарко? Еженедельно мы отбираем пробы морской воды и на бактериальные, и на вирусные загрязнения. Поэтому я смогу вам ответить только по результатам проведенных анализов. А на самих вот территориях, приусадебные участки, там дворы, дома затопило, люди, конечно, смоют грязь, но нужна ли какая-то дополнительная обработка, дезинфекция помещений? В самих помещениях, кроме хорошей влажной уборки, я думаю, что ничего не понадобится. Ну и хорошо эти помещения нужно будет просушить. Поскольку в данном случае, если посуда даже пострадала, то посуду все, конечно же, помоют. А так дополнительной дезинфекции не требуется. А что с питьевой водой? Вы, я знаю, не рекомендуете пить из-под крана, но мыть овощи, фрукты, все-таки люди из-под крана все берут воду и моют овощи и фрукты. А в этом случае нет ли риска получить какую-то инфекцию, заразиться чем-то? Как правило, люди моют овощи и фрукты, все-таки стараются горячей водой мыть. В тех количествах, в которых вода попадает на овощи, фрукты, она опасной не является. А вот если пить регулярно, особенно по жаре, несколько стаканов, литр и более, то тогда есть вероятность того, что человек может пострадать. Особенно деткам не рекомендуется, конечно, давать воду из-под крана, потому что для них заражающая доза небольшая. В принципе, вот после таких стихийных бедствий, как это было в Гагре особенно, рекомендуется после того, как помыли, просто обдать горячей водой помытые овощи, фрукты. Алла Ивановна, вот в Гагарском районе у некоторых есть колодцы. После такого стихийного бедствия, после наводнения, что делать? Когда можно из колодца пить воду? Какие-то нужно провести процедуры? Что вы посоветуете? Здесь нужно подходить индивидуально к колодцам, потому что есть колодцы, которые на верховодке, неглубокие, глубиной до 5-6 метров. Эти колодцы, они становятся опасны, воду из них лучше использовать как техническую, либо кипятить. Что касается глубоких колодцев, если сам колодец поднят над землей на достаточно большую высоту и вода туда не попала через верх колодца, то эти колодцы достаточно безопасны, поскольку поступление воды идет из первого ненапорного водоносного слоя. Здесь нужно в индивидуальном порядке подходить к каждому колодцу. Если люди беспокоятся о своем колодце, они могут обратиться в районную СЭС, им дадут бутылочку для бактериологического анализа, и потом уже нужно решать по каждому колодцу индивидуально.
А по поводу все-таки наводнения, во время наводнения же смыло наверняка и могилы, кладбища. У нас у абхазов принято иногда хоронить во дворах людей. Вот в этом случае есть какой-то риск распространения каких-то инфекций? Ну, тут я затрудняюсь немножко сказать, если люди умерли, допустим, от инфекционных заболеваний, либо если близко колодец и могло попасть в воду. Тут опять-таки нужно смотреть по каждому случаю индивидуально. Такого, чтобы масштабной эпидемии ожидать нет, не стоит. Но по каждому конкретному двору, если в каком-то дворе произошло размытие захоронений, то тоже нужно обратиться в СЭС, и люди посмотрят и помогут решить, как что лучше сделать. А после наводнения есть риск проникновения в дома и грызунов, которые тоже спасались от наводнения. Они тоже могут быть источниками распространения какой-то инфекции. Разумеется, могут быть источниками распространения инфекции. Борьба с грызунами как самостоятельная установка мышеловок, так и, соответственно, дезотдел у нас есть только по городу Сухум. По городу Сухум обратиться можно в дезотдел. Либо приобретение препаратов в ветеринарных аптеках, тоже продаются препараты от крыс, мышей, использовать их в своих домостроениях. Ну и обязательно все, куда могло, все продукты, которые могли проконтактировать с грызунами, либо не использовать, либо только после термической обработки. Алла Ивановна, сейчас все службы задействованы в ликвидации последствий стихии, в том числе наверняка вас тоже привлекли к работе. Расскажите, какие мероприятия вами сейчас проводятся, что исследуете? Вы про воду морскую сказали. Как на местах, в районах работают ваши отделы? Проводится исследование морской воды, водопроводной воды, подаваемой населению. Проводятся консультации граждан по всем вопросам, которые их интересуют. Работает по городу Сухум дезинфекционный отдел, обрабатывает там, где это необходимо. Ну и контрольные мероприятия проводятся в целом. А какие вы еще советы дали бы людям после того, как вода сошла, в некоторых местах вода еще стоит даже? Что вы посоветуете? Какие первые действия, как санврач, что вы могли бы сказать? Во-первых, нежелательно купаться в море, потому что мы наблюдаем, как, несмотря на наши предупреждения, люди все равно идут купаются. То есть они берут на себя достаточно высокий риск заболеть кишечной инфекцией. Опять-таки, это постоянная рекомендация, это тщательное мытье овощей и фруктов перед тем, как что-то съесть. Что касается тех домостроений, которые подтоплены, нужно любыми путями убрать воду, хорошо просушить помещение, не использовать подмокшую еду. В основном так. Еще раз хочется людям напомнить, потому что некоторые граждане у нас не понимают, почему у нас нельзя из-под крана пить воду. Говорят, что горные источники, реки наши чистые, экологически чистые, и поэтому почему нам нельзя из-под крана пить воду, люди не понимают. Можно еще раз донести до населения, почему вы такую рекомендацию даете, почему всегда просите, и не только из-за наводнений, до этого мы не раз общались с вами, вы говорите, что нельзя, нужно либо кипяченую, либо бутилированную воду употреблять. Давайте еще раз объясним людям, почему так. Потому что у нас очень старые водопроводные сети. Те трубы, которые большого диаметра, которые подают воду в микрорайоны, в районы города, к скоплениям домов, они постепенно заменяются. Но трубы малого диаметра, 10 сантиметров и меньше, здесь, к сожалению, ситуация нерадостная, и эти трубы зачастую имеют в себе отверстия, то есть они неисправны, эти трубы. И при отключении света, при отключении воды для ремонта магистралей происходит подсос воды грунтовой в эти трубы, и в результате вода загрязняется. И именно та вода, которая поступает к каждому конкретному крану, ее проверить нереально. Поэтому во избежание
заболеваемости кишечными инфекциями, я все-таки рекомендую воду кипятить. Особенно сейчас, после наводнений, многие подвалы, в которых проходят коммуникации, они тоже оказались затопленными. И опять-таки высокий риск попадания вот этой воды грязной в трубы. Поэтому все-таки для того, чтобы гарантированно не заболеть от употребления воды, лучше пить либо кипяченую, либо бутилированную воду. А тогда у нас вода в реках замечательная, но пока она доходит до потребителя, она может по пути загрязняться. Алла Ивановна, ну и пользуясь случаем, конечно, сейчас летом активизируются всякие блохи, клещи, и у людей вопрос, вот что делать, если в доме есть блохи, куда можно обратиться, что можно сделать в жару? Это проблема Можно особенно. обратиться в городскую СЭС города Сухум, там есть дезотдел. Единственное, что по вот таким индивидуальным обращениям это платная услуга, потому что отдел хозрасчетный. Что такое хозрасчетный? То есть на вырученные средства они закупают по новой химикаты и, соответственно, работают. В основном работает по городу Сухумскому району, но бывают выезды и в другие города и районы. По поводу блох, тут один момент. Если есть доступ к бродячим животным, то блохи периодически будут появляться, поскольку сами по себе они не живут, то есть нужен источник. Как правило, источник – это бродячие животные. Много блох в тех подъездах, где прикармливают кошек, собак, они ночуют в подъезде по площадкам и так далее. Ну и вот там, да, такая проблема есть постоянно. А летом сейчас, конечно, активизируется торговля уличная, люди там пирожки какие-то, что-то жареное, что-то вот готовые такие блюда продают прямо с ларечков, где иногда не в холодильнике хранится. Как понять, что еда не свежая, вот на вид, что нельзя вообще покупать? Что вы посоветуете туристам, отдыхающим и местным, вот кто таким образом хочет полакомиться? Для начала в таких ларечках покупать ничего не стоит. К сожалению, силами СЭС охватить всех желающих поторговать очень сложно. Поэтому работа эта ведется, но, как вы понимаете, такие торговцы очень хорошо мигрируют. Сегодня они тут, завтра они в другом месте. Покупать еду нужно только в тех объектах, где это предусмотрено. То есть любой человек может увидеть, да, есть ли рукомойник, есть ли холодильник, есть ли условия для торговли такими продуктами. А если пирожочки лежат завернутые в какой-то кулечек прямо на прилавке на солнце, то такую еду, естественно, покупать нельзя. А какие вот болезни именно летом больше всего есть, больше всего вспышка вероятности вот этих болезней особенно актуальна для нас этим летом? Какие инфекции? Как правило, летом это разнообразные кишечные инфекции, преимущественно вирусной природы. Это ротавирус, это норовирус, это астровирус. Также отмечаются разнообразные гастриты, гастроэнтериты неинфекционной природы. Это когда люди, непривычные к нашей еде, либо имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта хронические, начинают кушать вот такие же пирожочки жареные. Потом наша кавказская кухня очень вкусная, но для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта она может быть достаточно тяжелой и привести к обострению хронических заболеваний. Ну вот преимущественно летняя группа инфекций такая. Бывают респираторные инфекции, связанные с тем, что в жару люди открывают окна машин, люди включают кондиционеры, стараются побыстрее охладиться, используют мокрые вещи и садятся под вентилятор. То есть, соответственно, группа респираторных инфекций, и бывают даже тяжелые вплоть до воспаления легких. Особенно вот намоченная ткань под вентилятор, это может привести к достаточно серьезным заболеваниям. Ну и травмы. Самые разнообразные травмы, поскольку в погоне за красивой фотографией многие люди рискуют неоправданно, забираясь на камни, на разные поверхности. Да, действительно, такие случаи уже бывали в Абхазии, летальные случаи. А могут ли комары быть разносчиками каких-то инфекций? Вот у нас есть в Абхазии такие комары?
Слава богу, у нас в Абхазии таких комаров нет. Комар анофилис, с которым борьба здесь проводилась вплоть до начала 70-х годов, успешно был побежден. И при экспедиционным методом у нас работал Ставропольский научный институт. За 5 лет ни одного комара анофилис поймано не было. У нас есть стандартный комар куликс, у нас есть пришельцы, это Альбопиктус египти, но из них они могут переносить вирус Зика, но, к счастью, у нас нет источника инфекции. Латинская Америка от нас достаточно далеко, и наше население не очень пересекается с этим континентом. А клещи, которые могут быть разносчиками, например, энцефалитный клещ, он есть в Абхазии? Клещ может переносить энцефалит. Энцефалитный клещ не совсем правильно. Но, опять-таки, при исследовании наших клещей не удалось выявить ни в одном из них вируса клещевого энцефалита. Но удалось выявить боррелиоз, болезнь Лайма. Да, у нас ежегодно 2-3 случая заболевания болезнью Лайма бывает, поэтому в случае клеща имеет смысл опасаться именно болезни Лайма. И последнее, завершая наш разговор, если все-таки клещ укусил, его же надо правильно тоже уметь убрать. Как это нужно делать вообще? Кто-то говорит, что надо выкручивать специально, кто-то вообще говорит, что надо сохранить и обследовать, нельзя выбрасывать, и этого клеща нужно в лабораторию к вам привезти. Какие действия правильные? Самостоятельно удалять клеща не рекомендуется. Нужно обратиться в приемное отделение больницы. И там хирурги помогут удалить клеща безопасно. Что касается исследования клеща, тест-систем соответствующего направления у нас пока, к сожалению, нет, они заказаны. Мы ожидаем получения таких тест-систем. Когда мы их получим, мы сможем посмотреть наличие либо отсутствие в этом конкретном клеще боррелии, того же вируса клещевого энцефалита, и уже люди смогут спать спокойно. Алла Ивановна, благодарю вас. Если у вас какие-то рекомендации еще для туристов есть, с удовольствием поделимся. Кроме перечисленных рекомендаций, все-таки в самую жаркую погоду, где-то с 12 до 3, не оставаться на пляже и особенно не оставлять там деток, поскольку перегревы и тепловые удары – это еще одна проблема отдыхающих. И еще одна рекомендация – очень тщательно мыть руки, мыть овощи, фрукты. На рынке ни в коем случае немытые овощи, фрукты не кушать и беречь себя. Благодарю вас. Когда после наводнений можно купаться в море, как наводнение влияет на эпидемиологическую ситуацию в стране, рассказала главный санврач Абхазии Алла Беляева. С вами был посредник.